Поставить цель и составить финансовый план. Твердо решить, что вы хотите стать богатым и верить в это. Про себя Баффет отзывается так: «Я всегда знал, что буду богатым и ни на минуту в этом не сомневался». Для достижения высоких результатов цели должны быть высокими, а труд упорным. Создать будущее поможет финансовый план. Он подскажет, когда нужно проявить силу и агрессивность, вместо того, чтобы быть консервативным. Копить деньги. Когда Баффету было 15 лет, он заработал $2000, работая почтальоном. Но потратил он только $800. $1200 он использовал, чтобы инвестировать в ферму. Юный инвестор заключил соглашение о разделе прибыли с хозяином. Баффет считает, что копить деньги нужно начинать как можно раньше, чтобы это стало привычкой. Когда Уоррен учился в старших классах, он вместе с другом купил автомат для пейнтбола. Они поставили его в парикмахерской. После того, как первый автомат показал прибыль, друзья купили еще автоматов и поставили их в других магазинах. Если хотите, чтобы бизнес развивался, лучшее, что вы можете сделать, реинвестировать прибыль в бизнес. Экономить. Уоррен Баффет закончил колледж за 3 года вместо 4. Тогда образование стоило дешевле, чем сейчас. Но это все равно позволило ему сэкономить на годовой оплате обучения. Гарвард, но это не остановило его. Он поехал в штат Колумбия, где познакомился с Бенджамином Грэмом, известным американским экономистом и профессиональным инвестором. Это знакомство определило его будущий успех. Баффет убежден, что учиться нужно только у лучших. Это ускоряет путь к успеху. Быть настойчивым. После окончания колледжа Баффет собирался работать на Уолл-стрит. Миллиардер хотел быть в команде своего наставника Грэма, но тот ответил отказом. Уоррен вернулся в Омаху, но все равно продолжил общаться с Грэмом и делиться идеями. В результате наставник сам предложил ученику работать у него. Если вам отказывают потенциальные партнеры или работодатели, продолжайте зарабатывать репутацию в их глазах, пока не получите положительный ответ. Действовать. В 1951 году, когда Баффет искал компании для инвестиций, он наткнулся на фирму Geico. Для исследования потенциала он отправился в штаб-квартиру компании. Офис был закрыт, но инвестора впустил сторож. В тот момент в здании находился человек из руководства, и его беседа с Баффетом положила начало сотрудничеству. Сейчас Geico – это дочернее предприятие, полностью принадлежащее инвестиционному